Подумайте вместе, как... Но одна возможность решить эту проблему, которую Алексей высказал, это использовать терминологии прав человека. То есть, что, например, если Эльза Мастер будет независимым государством, наверное, тогда хочет стать членом ООН, стать субъектом международного права, да, и это дает возможность ратифицировать конвенцию прав человека. Да. И тогда, в таком случае, это государство, как и все другие цивилизованные государства, будут соблюдать права человека. Я говорю сейчас особенно об индивидуальных прав человека. И тогда уже это включает и безопасность, и антидискриминацию, и там права для судебного процесса и так далее. То есть этих языковые права, культурные права, это вся система прав человека, да? Не только личная безопасность. Думаю, это как бы одна возможность, как это позитивно так высказать, потому что если говорить, что будет гарантирована безопасность, то сразу у кого-то возникает вопрос, а может быть они не будут обеспечивать безопасность. Это, к тому же они этим научены жизнью, да. И другой вопрос у меня такой. Сейчас Алексей задал вопрос о том, о страхе русских, да, например, особенно, да. Хорошо. А как насчет возможные страхи других представителей народа Эрзя? Конкретный пример. Я думаю, мы можем здесь откровенно говорить и обсуждать эти вопросы. В Эстонии не маленькая диаспора народа Эрзя. По-моему, даже несколько национальных ассоциаций. К сожалению, их представители не нашли возможность приехать на этот съезд, который находится в стране, где они проживают. Только здесь, я понимаю, может быть, два исключения. И это не те, кто здесь уже постоянно десятки лет, может быть, живут. Как вот этих представителей народа Эрзя подключить к этому или как преодолеть их страх? Ну, я тоже. Спасибо большое за первый комментарий, потому что видно, что образ мышления государственный. То есть, действительно, Эрзя Мастер стремится стать полноправным членом международного общества, а это не предусматривает не убивать никого, не вешать ничего. А что касается эрзян эстонских, те эрзяне, которые сегодня сюда пришли, это новая волна эмиграции, они по-другому думают, и эти люди, в хорошем смысле слова, эти наши эрзяне-друзья, они ничем не привязаны к властной структуре Республики Мордовия и Российской Федерации. То есть они никому ничем не обязаны. К сожалению, люди, которые здесь живут, эрзяне, они как бы в культуре, во всех этих ассоциациях и прочее, они имеют много знакомств. Я предупреждал в свое время, это тоже откровенный разговор, что не надо ехать, не надо принимать из рук власти ничего, потому что рано или поздно она тебя спросит... Российской власти, да. Предупреждал о том, что не надо кататься на пароходах, нельзя пить вино с Тултаевым, с кем-то еще, смеяться, разом шутить, потому что это враг. Ты должен выбрать, ты со своим народом, или ты рассчитываешь и дальше быть чем-то вроде там клоуна, 2 притопа, 3 прихлопа, спеть, смотрите, какие красивые у него шаровары или рубашка, что-то еще, а как он живет, никого не волнует. Это дело совести эрзян, которые живут в Эстонии, они были все оповещены. Нина Осмя не могла приехать, потому что она плохо себя чувствует, она предупреждала сразу, и, мне кажется, она и не относится к этой тусовке. Значит, а Николай Степанович Баюшкин, он попал в больницу, он хотел приехать, очень хотел, он сломал руку, попал в больницу, выписывается 5 числа. Удивительно, что вот с Ниной Осмяей, с Николаем Степановичем мы много говорим, они смогут найти вещи так, как всегда рассказывают. Не получается никакого сотрудничества с эрзянами, которые, казалось бы, давно в Эстонии пользуются благами, участвуют во многих организациях, где-то занимают руководящие роли. Но вот это, наверное, показатель. Каждый выбирает сам, а время покажет, правильный ли он выбрал. А вам не кажется, первая причина, что личные связи у людей, что эрзяне, что маисты, большинство, они очень хорошо устроились в Эстонии. У них российское гражданство, постоянный вид на жительство, мало у кого гражданство Эстонии.
Они свободно ездят и в Россию, из России в Эстонию. Они боятся, если не подключатся вот к таким движениям, которые осуждаются в России, у них могут появиться проблемы в России с родственниками. Мы тоже сейчас, украинцы, не можем ездить в Россию. А они пока могут. Может случиться так, что они тоже не смогут ездить по той самой причине, по какой украинцы сейчас не едут в Россию. Ну да, ну и потом, я не знаю, насколько это актуально, что у их родственников могут быть проблемы, но вот та интенция, которую начал Оливер, действительно, у них же большой как бы нетворк, много связей, да? Вот просто как мы можем вернуть их обратно в лоно? И должны ли мы вообще это делать? С другой стороны, это странно, что они от нас вот так отвалились. Или что, мы должны их как бы оставить за бортом процесса? Или все-таки мы должны их обратно попробовать вернуть? И возможно ли это, и нужно ли это? Вы спрашиваете меня? Да, просто вот. Смотрите, вот здесь сидят люди, которые, я уже говорил, да, не побоялись, потратили время, деньги, силы, да, им это дорого. У нас впереди такие задачи, что нам нет времени оглядываться и думать, кого бы еще потащить за собой такого, который поменяет свои взгляды. У нас полно молодежи, с которой нужно работать. То есть у нас много эрзян в разных странах. Итак, будем считать, что эрзяне – это вот такой один коллективный инязор. Да? А инязор может просить только один раз. Или там предлагать 2 раза в крайнем случае. Надо просто идти вперед, делать свое дело. Захотят присоединиться, придут, мы не прогоним. Нет, не прогоним. Но уговаривать кого-то не нужно, потому что, опять с боевого опыта, человек, который уговорил что-то делать вместе, ненадежен. Потом он может тебя бросить и все. В следующий раз. Может быть, я хочу добавить, может быть, если они увидят позитивные плоды нашей работы, может быть, их мировоззрение изменится, и нам не надо их звать, они, может быть, сами придут. Извини, пожалуйста, мировоззрение не меняется от того, что человек где-то увидел хорошие там плоды. Он просто понимает, что конъюнктура рынка меняется, и нужно вот в том направлении двигаться. Поэтому давайте так. Идем вперед, работаем, все у нас будет хорошо. Смотрите, мы разговариваем, молодые ребята уже говорят о вещах, в которых, честно признаться, иногда так уже так, не знаю, что отвечать, потому что я не понимаю. У нас потенциал огромный. И это те, которые приехали. Кроме этих ребят есть, которые не смогли приехать. Они тоже в России. И это тоже, поверьте, очень-очень умные ребята. И они очень хотят построить свое государство. Так и будет. Если больше нет, то вы учите все, что говорилось. Попробуйте сформулировать вместе с Алексеем, что мы должны вписать вот эту фразу. Может быть, туда надо как раз вписать наше стремление быть полноценным членом международного общества, жить по законам вот общества цивилизованным, быть членом ООН, быть членом Европейского Союза, в конце концов. Да, признать международное право. Ну, это безусловно, да. То есть, а это не предусматривает никаких репрессий против... Ну, в Эстонии же они живут. Вот и Верзень Мастер будет так же, я надеюсь. Это надо разжевывать просто, они глупые. Ну вот мы тогда сартикулируем это. Да. Да. Напишите, да? Окей, Вот да, напишите. все зафиксировано.